Начинает стучать ей так по столу и говорит: «Ich arbeite!» Галя, у нас отмена. Не всем она нравится, медицинская система. Хотя от кардиологии помирают чаще. Но от кардиологии помирают кто? Кто уже, собственно, работать не планирует. Мне вспоминается мем «Кто сдох, тот лох». А почему ты ездила, кстати, в глазную клинику оперироваться из Германии? Почему ты не делала в Германии? Я сломала в прошлом году в ноябре ногу. Вы, говорит, прикладывайте, вот просто берите творог. Я, говорит, серьезно. И вот у нас был случай, когда в Германии пациент реально ослеп из-за глаукомы, потому что он ждал термин очень долго к врачу. Можно заканчивать, я считаю, все понятно. Сегодня у нас в гостях Валентина. У Валентины самый большой блог в Инстаграме и в Телеграме на тему адаптации в Германии. И сегодня мы поговорим про медицину и про то, про что. Про что? Про то, что не всем она нравится, медицинская система. Это на самом деле одна из самых противоречивых тем в моем блоге. Если я пишу что-то про медицину, это стопудово сразу залетевший пост, куча комментариев, куча историй, поэтому это отдельная боль. Поэтому я не смог не отреагировать, потому что вся медицинская тематика, которую я тоже вижу у тебя в блоге, это сразу вот хочется по этому поводу поговорить. Потому что иногда я, как и врач, не согласен с тем, что там происходит, и хочется с тобой вместе поругаться на эту систему. А с другой стороны, есть некоторые моменты, где, уж хочется все-таки врачей оправдать, потому что не всегда получается сделать так, как хочется. И, ты знаешь, нету ни одной страны в мире, где люди бы сказали: вот наша медицина, вот мы ей довольны. Вот медициной в нашей стране мы довольны. То есть все недовольны медициной в своей стране. Ну, окей. А как же Израиль? Они же такие: у нас там лучше. Но они просто довольны очень своей страной. Но, конечно, они тоже ругаются на свою медицину. Ну, где-то есть получше, где-то есть похуже. Я считаю, что в каждой системе, конечно, есть плюсы и минусы, в каждой стране есть плюсы и минусы. И я, кстати, недавно видела один рилс, вот хотела у тебя спросить тоже. Девочка-врач в Австрии, и она сказала, что в Германии, собственно, такое же. И она говорит, что настолько все прописано, вот что делать, как вести клиента, что ты... Пациента. Пациента, да, извините. Профдеформация, что ты не можешь отклониться от этой системы, а система сделана на то, чтобы убирать симптомы. То есть очень много болезней, которых бы не случилось, если бы здесь лечили действительно первопричины и работали с, как это сказать, предвосхищением каких-то болезней. Ну, ты знаешь, это звучит так, как будто бы гайдлайны специально придумали неправильно, чтобы как бы лечить только симптомы. Нет, не неправильно, а чтобы, максимально экономично это делать. Ну, давай вот сразу с максимально такого, с общего темы поговорим про вот систему здравоохранения. Она ведь придумана не для того, то есть смотри, общая система здравоохранения с общим бюджетом, она придумана не для того, чтобы каждый конкретный человек был максимально здоровый, а она придумана, чтобы с этим бюджетом как можно больше людей были какими? Работоспособными. В этом смысл. То есть, и, конечно, под это оно все заточено, и поэтому, например, на онкологию всегда выделяют больше денег, чем, допустим, на кардиологию. Хотя от кардиологии помирают чаще. Но от кардиологии помирают кто? Кто уже, собственно, работать не планирует больше. Вот такая система вопроса. Можно заканчивать, я считаю, все понятно. Давай тогда начнем с того, что нужно было изначально начать. Расскажи про себя, про свой блог. Я, для тех, кто меня впервые видит, я переехала в Германию 11 лет назад, и, собственно, я не планировала становиться блогером, как это ни странно. Я сюда поступила учиться на IT-направление, планировала работать в IT, и в 2017 году я завела блог чисто как хобби, чтобы делиться, потому что было очень много моментов, которые меня здесь как-то поражали, которые меня, может, наоборот, восхищали. И я просто начала писать в Телеграм про свой опыт учебы в немецком вузе, про разницу менталитетов, про культурные какие-то коды, бытовые различия, нормы. И собственно, ничего такого в планах у меня не было, как помогать другим переезжать. Оно само родилось из блога. Я, когда рассказывала про то, как я поступила в вуз,
мне начали писать люди с вопросами: "А расскажи, а какие документы, а как ты подала на визу?" И я такая: "Ну, окей, расскажу". Писала об этом в блоге, и в какой-то момент вот начали приходить запросы, что: "А можешь мне помочь, а можешь там проконсультировать?" И я такая: "О, окей". И вот таким образом постепенно это выросло все в то, что у меня сейчас агентство, закрытое комьюнити, и вот как раз блоги, ну, у меня практически на всех платформах присутствие есть, и в ТикТоке, и в Ютубе, и везде, где меня можно найти, везде есть И я. на всех этих платформах у тебя, получается, в твоей теме вообще лидирующие блоги. Ну, одни из. То есть в ТикТоке, например, в ТикТоке я даже не знаю, кто еще снимает про именно переезд, адаптацию. То есть, У меня нет ТикТока, я не знаю, кто снимает. ну, есть наверняка, я просто в ТикТоке не так сильно за всеми блогерами слежу, но есть отдельные прямо тиктокеры. Мгм. Поэтому я уверена, что я, наверное, там не самая крупная, но в ТикТоке у меня тоже нормальный, достаточно раскрученный блог. У меня там 160 тысяч, по-моему. Ну, то есть ты сначала, получается, в Германии работала на наемной работе, да? Потом у тебя появился блог, как твоя основная деятельность, а потом агентство. Не совсем. У меня, я сначала училась в вузе Мгм. и работала просто чисто на подработке, Мгм. начала вести блог, и у меня появилось агентство. Но сначала я просто как фрилансер сама этим занималась, а само агентство у меня появилось уже ближе, по-моему, в 21 году, то есть, ну, Мгм. достаточно позже. И я все еще параллельно училась, подрабатывала, вела агентство, вела блоги, а в 22 году у меня закончилась магистратура, и я устроилась работать, менеджером в IT-компанию по работе с ключевыми клиентами. Потому что у меня там английский, немецкий, русский, французский, в Ты 5 общем. языков, да, знаешь? Ну да, А да. на каком уровне ты знаешь все 5 языков? Ну, Одинаково хорошо? немецкий у меня свободный, английский тоже свободный, то есть вообще у меня нет никаких проблем в общении. Французский у меня C1, но мне сложно говорить, я беру уроки, ну, стараюсь раз в неделю, но не всегда получается. И, ну, в принципе, я могу читать книги, понимать, фильмы, общаться, но на ограниченный набор тематик. И я медленно говорю, то есть вот, знаешь, такой C1, который, вроде на бумажке C1, но разговорный сложно. Испанский у меня был B2, я сдавала B2, сертификат у меня из универа, но я на нем очень мало говорю, поэтому, ну, нужно, наверное, какие-то занятия, чтобы он снова вернулся на такой уровень. А так, ну, я могу там, когда путешествую, спросить, что, где заказать еду, рассчитаться. Вот, ну, то есть такой базовый, я бы сказала. Правда, что каждый последующий язык быстрее учится? Правда, что каждый, ну, проще, конечно же, понимать, особенно если, допустим, романские языки. Вот я сейчас итальянский в Duolingo учу, но Duolingo — это так, чисто для себя. И я понимаю, что в Duolingo тебе грамматику не рассказывают, но я понимаю эту грамматику, потому что во французском она такая же, в Мгм. испанском она такая же, ну, плюс-минус. Да, проще, но язык учится быстрее, когда ты в него инвестируешь много времени. Это да. Да, а сейчас, к сожалению, предпринимательская жизнь, как говорят немцы, selbstständig, ты работаешь selbstständig, вот Это это да. вот про меня. Про это мы еще поговорим, но давай поговорим про то, вот я уже так понял, первый совет для тех, кто только начинает учить немецкий язык, это то, что это нужно делать максимальной отдачей и часто. Да, да, да. Нет смысла садиться там раз в неделю на 2 часа. Лучше каждый день по 20-30 минут хотя бы, но каждый день. Я вот таким образом его достаточно быстро и выучила. А что ты думаешь, реально ли выучить язык, не находясь в среде? Да, но это будет дольше. Будет дольше, и мне кажется, ну, я так английский выучила. До C2 я выучила у себя дома, ходя на курсы Ну вот к просто. нам, например, обращаются много клиентов, которые говорят, я не могу учить язык там даже начинать, потому что вот мне надо сразу в среду попадать. Ну, есть такое, конечно, но это, в общем и целом, я бы сказала, убеждение в большинстве случаев. Просто люди не пробуют разные методики, не меняют там преподавателя или берут преподавателя себе раз в неделю, но это, ну, в этом мало смысла. Поэтому нужно подбирать человека, который вас будет мотивировать заниматься, не просто там отсиживать этот час с вами, который будет классный, который будет вам нравиться и с которым вам захочется стараться и показывать хорошие результаты. Брать там, ну, 3-4 раза в неделю хотя бы, чтобы он давал домашние задания, чтобы вы каждый день
контактировали с этим языком, ну и вы спокойно можете выучить таким образом до B1, до B2, но чтобы перейти на C1 уровень, конечно, там придется либо добавлять постоянно разговорную практику, либо уже тоже переезжать и здесь это делать. Ну, вот мне кажется, что на начальных уровнях языка, наоборот, даже проще учить, когда тебя учит тот, кто с тобой на одном языке говорит. Ну да, есть такое, есть. Потому что очень, многое не всем же это все легко дается. И часто, кто, например, учит первый свой иностранный язык, им вообще может быть непонятно, откуда такая структура, почему это так работает. И если никто не объяснит нормально, потому что ты даже нормально пока спросить не можешь, то тут, конечно, сложновато. Есть такое. Вот можешь сейчас вспомнить, когда ты начинала учить язык и только приехала? Какие-то у тебя были такие, знаешь, языковые фейлы, когда ты что-то такое как сказала, а потом Я тебе скажу, у меня это было месяц назад. так, Я пришла, я надеюсь, Ausländerbehörde и Meldebehörde не будут смотреть наше видео. Я пришла, короче, я же переехала в Нюрнберг, разошлась с мужем, переехала в Нюрнберг и не прописалась. так. Была прописана еще у мужа на квартире, потому что у меня там было Gewerbe, ну и мне не хотелось этим всем заниматься, мне некогда, я занятой уставший предприниматель. И пришла регистрироваться, потому что уже время пришло, прошло 8 месяцев. Так. Да, и я такая: "Блин, что сказать?" Потому что, это же штраф или я не знаю, что они там скажут. Я прихожу, говорю: "Вот, но я еще действительно в той квартире всю почту получала, у меня там вещи были, то есть такое, знаешь, непонятная ситуация". И я говорю: "Я хочу прописаться". Она такая смотрит на документ, на меня, она такая, типа: "Вы въехали 8 месяцев назад?" Я говорю: не то чтобы въехала". И она такая: в смысле?" Я говорю: я ремонт делала перед въездом в новой квартире". И она такая: 8 месяцев?" Я говорю: "Очень медленно делала". И она такая: "А что вы делали?" И я говорю, вместо стены покрасила, говорю: Wände gestreichelt. Типа не gestrichen, а gestreichelt. То есть я их гладила, а не красила. И она на меня так посмотрела, подумала, наверное, что я уже все совсем, и такая: "Ясно, окей". Она подумала, теперь понятно, почему так долго, пока все стены погладишь. Вот такие фейлы, они, мне кажется, случаются, потому что ты говоришь без задней мысли. И вместо гештрихен, гештрайхельт, окей, ладно. А так, да, часто было такое. Вот ты мне напомнила, вот как ты в Ausländerbehörde не знала, как вот правильно эту мысль преподнести. И я тоже, когда был в Ausländerbehörde, еще мы там подавали то ли на гражданство, что ли, то что, тоже я пришел там, знаешь, за полчаса там до термина с папочкой, думаю, надо ждать. Захожу к операторше, уже как бы в кабинет, Мгм. мы начинаем все делать, и тут вырывается какой-то другой иностранец. И ему говорят: "Подождите, пожалуйста, как бы мы здесь работаем". Он говорит: "Термин, letzten Tag gehabt". Типа, давай. Вот. Она говорит: как бы это было вчера, давайте как бы вот сегодня у меня другой термин. И он приходит и начинает стучать ей так по столу и говорит: "Ich arbeite!" И она мне говорит: не видите, молодому человеку срочно, говорит. Подождите, пожалуйста. Я думаю, офигеть. Вот чем больше ты Ausländerbehörde боишься, тем и строже они с тобой. А когда ты вот так вот приходишь туда, то они сразу вот молодому человеку надо. Очень удобно. Да, но мы не рекомендуем так делать. У тебя так много контента про медицину, потому что он хорошо заходит, или ты реально так часто к врачам ходишь? Я реально так часто к врачам хожу. У меня вот я отбиваю свою, значит, страховку, короче. Но поэтому меня не берет еще приватная страховка, потому что, видимо, я слишком опасный пациент для них. Да, у меня на самом деле, я приехала еще, когда у меня хронические проблемы с почками были, но сейчас у меня вроде все окей. Так, периодически что-то бывало пару раз, но мне все равно надо каждый год ходить на контроль Мгм. к врачам. Потом у меня там киста на щитовидке, тоже это каждый год контроль. Хотя я уже, наверное, года 3 не ходила, меня отругают.
Вот. Страховка не переживает по этому поводу. Страховка не переживает, да, мне надо переживать. Вот. Ну, очень много всякого. Потом мне делали операцию варикозную вену, удаляли, еще там что-то. Тянули? Да, у меня тут вся нога была Вот в с этой дуршлаг. с этой операцией, вот то, что, например, мне непонятно как врачу, что, покрывают стоимость страховкой только именно вот эту, когда именно тянут вену, то есть флебектомию, Мгм. но, не покрывают лазерное лечение, которое гораздо менее инвазивное, еще и дешевле стоит. То есть оно не покрывается. Оно Я как бы для даже не пациента. знала, что такое Вот существует. именно. То есть здесь тебе его и не предложат, хотя ты, по идее, по медицинскому немецкому законодательству, ты когда приходишь к врачу, тебе должны рассказать про все альтернативы вообще. Да кто там рассказывает про все альтернативы? Ты, во-первых, меня бесит, что всегда приходишь, и ты никогда не попадаешь вовремя туда, никогда такого не существует. Я не понимаю, зачем дают термины, потому что вот у тебя 13:30, ты не будешь в 13:30. Там всегда я запасаю час лишний, а то и 1,5. Рассказываю почему. Потому что, когда мы у себя в клинике ставим каждому пациенту ровно то время, когда он должен прийти, то половина из них не приходит, и врач просто сидит сам и ждет. А никто не приходит. Оно же бесплатно. Зачем приходить в термин? Но я прихожу в термин, я всегда прихожу в термин. А Я страдают вообще всегда те, кто пришли. очень по-немецки я всегда. И вот приходишь, а потом на тебя просто какие-то, я не знаю, сколько там оплачивает страховка? 5 минут? Смотря у какого врача. Ну, часто бывает вот у дерматологов, да, оплачивают, получается, даже чуть меньше, чем 5 минут. Ну и что? И вот это вот, да, понятно, ясно, вот это, да, все, до свидания, ибупрофен. Ибупрофен, да. Ну вот. Ну, а ты хочешь поменять на приватную страховку, и тогда оно все изменится. Ну, я не хочу платить такие конские Ну, деньги. то есть ты хочешь поменять государственную страховку на приватную не потому, что ты хочешь получить больше того, что тебе дадут за эти деньги. Ты хочешь именно, чтобы с точки зрения предпринимательства было просто меньше трат на страховку. Ну, во-первых, меньше трат на страховку, во-вторых, вот тоже часто я тут искала какой-то мне снимок, короче, прописали с контрастным веществом, и я обзвонила все клиники у меня там в районе, точнее, вот город и вокруг, деревни, все, что есть там вокруг, и ближайшие города. И у них такого нет. Но я нашла несколько, и они такие: а мы работаем только с приватной страховкой. Я такая: ну, а в смысле? Ну, и я в итоге пёрлась во Франкфурт, в клинику университетскую, чтобы сделать этот снимок там. Он не получился, потому что что-то, и я приезжала туда еще раз. А ты ж можешь заплатить и прийти в приватный праксис. Да, ну, а с чего я буду платить за государственную, за которую я обязана платить, так и еще платить в Ну, приватном вот это праксисе? многих вот это отбивает от того, Да, чтобы платить. Ну, смотря сколько еще логично, платить. Ну, логично. смотри, у нас вот, когда у нас дерматологию мы начинали в праксисе приватную, я думал, что к нам будут приходить в основном приватные пациенты. А к нам приходили в основном залипцалеры, которые готовы заплатить, чтобы не ждать термина 6 Ну, месяцев. я не готова платить косарь в месяц за государственную страховку, где я еще плачу сама за А что-то. за билет во Франкфурт, за потерянный день, когда ты туда едешь, не Ну, дороже получается? а я же могу это списывать. Это О, вот. бизнес-поездка, я контент снимаю. А ты можешь и списывать то, что ты потратила на врача Как это я буду со своей списывать? приватной. Это außergewöhnliche Belastung ты можешь списать. И сказать, что тебе пришлось потратить на свое здоровье в этом году как бы больше, чем обычно. И списать это тоже можешь. Может, тебе пойти налоговым консультантом? Ты знаешь, мне пришлось как сам себе режиссер, сам себе налоговый консультант, потому что ты знаешь, как в Германии найти налогового консультанта тяжело. Да, абсолютно. Но я бы не пошла, допустим, себе сама оплачивать вот эту операцию на ноге. Стопудово это несколько тысяч евро. Вот. Плюс, почему я хочу приватную страховку? Потому что когда ты там попадаешь в больницу, часто у тебя там какая-то отдельная палата. Или я вот тут недавно была в больнице, и мне сказали: ну, там мы можем вас положить, но если у вас не частная страховка, то тогда это вот там еще 3 человека в палате. Я такая: не хочу с Ты можешь всегда людьми. доплатить. Ну и зачем? А почему я плачу косарь в месяц тогда? Ну вот для меня это такие просто
абсолютно нелогично огромные деньги, я вообще не хочу их платить. Дайте мне тогда возможность выбрать, если я хочу сама платить за врачей, уберите у меня эту страховку, я не буду за нее платить, я буду сама платить за каждое посещение. Ну и плюс ко всему, тут это же так дорого, сколько вот день в больнице стоит, я недавно тоже в каком-то рилсе видела, что-то прилично. Слушай, это тоже зависит от клиники, от палаты очень сильно, и сейчас проходит реформа. То есть ты тоже, наверное, слышал этот Krankenhausreform. В Да. нашей тематике сейчас все его обсуждают, и причем, ты знаешь, это такой универсальный ответ на все вопросы. Как бы вот что-то случилось, и такие, Krankenhausreform. Как бы, хотя и никто даже не понимает, что имеется в виду. А тут смотри, что имеется в виду вот с этим Krankenhausreform, что меняется, и с точки зрения вот платы за лечение это тоже может поменяться. Мгм. Что предыдущая система, она была сделана так, что клиники платят за то, с какой болезнью пришел пациент и как ее как бы лечили. Мгм. Вот так это считали. И получается, что если, например, в клинике были антипролежные кровати для Мгм. пациентов, которые долго лежат, то они были всегда заняты, даже если, в принципе, как бы не так уж и важно было туда пациента положить, но они всегда заняты, потому что страховка обязательно должна клинике заплатить за то, что эта кушетка используется. И тогда пребывание в больнице, естественно, становится дороже. И сказали, что нет, это как бы так не годится, потому что это просто зарабатывание денег со стороны клиник на страховке. И сказали, мы теперь будем платить часть за то, что вы эту кушетку использовали, а часть за то, что эта кушетка у вас есть. То есть за то, что у вас клиника оборудована, вам уже как бы страховка платит только за то, что оно есть. Мгм. И это сейчас приводит к тому, что в клиниках, в которых этого нету, они начинают терять деньги и закрываться. То есть меньше клиник будет, скорее всего. И будет большая агломерация таких крупных центров медицинских. Я даже не знаю, честно, хорошо это или плохо, но я считаю то, что система сделана абсолютно нелогично. Плюс, так как я очень много работаю уже с переезжающими, тоже такая проблема. Вот кто-то хочет перевести сюда своих родителей. Какая страховка их возьмет? А ты знаешь, что перевести родителей с блоу-картой можно, а с Но только гражданством до нет? 2028 года, так что окошечко И закрывается. там еще какого карта у тебя С блоу-карта? 1 марта Да. 24-го, да. То есть она там такая небольшая граница. Но все Ну, равно только они ввели этот закон, а потом такие, не, им что-то поторопились. Отменяем обратно. Галя, у нас отмена. я даже не знаю, воспользовался ли им кто-то или нет, потому что за родителей, которые приезжают, там нужно платить тоже по 1000 примерно минимум. Да как? Тебя и не берет государственная В страховка, частную. А в а частную, да. частная не хочет ни хрена брать, она даже меня не берет. С частными страховками и с государственными это на самом деле тоже такая сложная тема, потому что многие хотят сейчас их объединить, чтобы была одна страховка. Но как это сделать? То есть это невозможно просто реализовать, потому что частные страховки, они частные, они Частные принадлежат компании, частным, да, да. куда их То деть? есть их нельзя как-то просто взять, там, убрать, объединить, сказать, что их больше не существует. И система такая, что тоже, как бы, давай поясни, может, кто не в курсе разделения, что в частных страховках ты можешь в них вступать только если у тебя есть или определенный уровень дохода, или если ты предприниматель, и в них ты платишь в зависимости от того, какая у тебя вероятность заболеть. И этим оценивают твою оплату в страховку. В государственной страховке ты платишь в зависимости от того, сколько ты зарабатываешь. И поэтому выбирай, ты делаешь ставку на то или на другое. Но в частной страховке вроде бы как быстрее обслуживание и лучше. И это чаще всего так и бывает. Но в частной страховке многие боятся, что нету привязки к такой государственной фиксации ее стоимости, и что она может, например, там с возрастом очень сильно увеличиться. И сейчас вот по новым реформам, которые сейчас проходят, в государственной страховке не хватает денег, и поэтому для тех, кто остается в государственной страховке, с них пытаются поиметь больше еще денег. И в итоге те, кто зарабатывают много, у них вероятность заболеть не такая высокая, и они находятся в государственной страховке, они хотят перейти уже в частную, и у государственной становится еще меньше денег. Естественно, потому что, вот это, я говорю, это проблема Германии, это вот этот вот средний класс какой-то, в который я попала, никак не могу туда выбраться. Надеюсь, наверх, Выбирай, да, в не какую вниз, страну. да, не вниз. А если все пойдет плохо, то Бюргергельд или что там сейчас у нас, и все, и не парюсь. Нет, если серьезно, то когда ты не очень много зарабатываешь, или так среднее статистически зарабатываешь, то у тебя, в принципе,
ок, все. Даже как предприниматель ты можешь иметь свой Клейнгевербе, немножечко там зарабатывать, не платить НДС, Гевербестeuer тоже налог небольшой. Ну и все, сидишь себе, зарабатываешь свои там, не знаю сколько, 40 Ты тысяч. про государственную страховку сейчас говоришь или про частную? Я говорю просто в общем и целом сейчас, ты Так. поймешь, куда я веду. Когда ты супербогатый, ну, у тебя там, не знаю, больше 20 тысяч в месяц дохода, то тебе, в принципе, пофигу. Ты платишь за эту государственную страховку свои 1200 или сколько сейчас там максимум получается, 1200 с Ну да. чем-то, и вообще не напрягаешься, потому что от 20 тысяч 1200, ну, окей. Или ты можешь платить там, даже если у тебя плохие вводные данные по здоровью, там, 1000 в частной страховке, и тебе, в принципе, ну, ни то, без разницы. Ты можешь доплатить и за палату себе, и за все что угодно. А когда ты вот в таком уровне дохода выше среднего, на тебя все это наваливается. Я тут недавно видела рилс опять про то, что как раз-таки люди вот примерно такого дохода платят 60% всех налогов страны. Да. То есть все вот эти вот налоги, все вот это ложится на людей вот с этим уровнем дохода. Я просто хочу уйти уже из этой категории, пожалуйста, потому что я понимаю, что для меня и 1200 за государственную страховку, ну, это большой процент от моего чистого дохода. Типа, какого фига? Ну, Ну, так и есть. И вот смотри, получается, сейчас многих держат государственные страховки из тех, кто хорошо зарабатывает, то, что они в эту государственную страховку могут, например, вписать детей и не платить за них дополнительно, вписать, например, неработающего супруга или супругу. а у меня никого Вот, нет! вот. То есть тебе, получается, Вообще реально может быть, невыгодно. да, Так да, а я попасть не выгодно. могу уйти в эту приватную страховку. Это просто кабала. И вот знаешь, что самое отстойное? Что приватная страховка делает шпере, то есть не пускает людей, у которых есть какой-то психический диагноз. Мгм. То есть для них это вообще красная тряпка. И почему меня заблокировали? Потому что у меня было выгорание в 23-м году, и мне сказали, что 5 лет мы в разные пробовали через финансового консультанта, что выгорание — это F-диагноза, это психический диагноз, и если оно один раз было, то велик риск, что оно там снова М. будет. Вот эти уставшие предприниматели, да. Ох уж. Да-да-да. И 5 лет мне нельзя туда обращаться, но самый прикол, что я, к сожалению, знаю лично людей, которые с депрессией или там с очень похожими симптомами на депрессию тупо не идут, потому что такие: а у меня частная страховка увеличится, у меня Berufsunfähigkeit страховка увеличится, у меня все тарифы подскочат, и сидят с вот этими нарушениями психики дома, лишь бы не прийти, не спалиться, что у них вот этот диагноз. Это просто фу и полный отстой. Вот. Не могу защитить эту позицию. Это действительно фу и полный отстой. Я знаю, что многие идут лечиться за границу специально, например, тоже опять за свои деньги, несмотря на то, что они платят за страховку, они идут как бы лечиться за свои деньги, чтобы этот диагноз не вписали вот в эту книжечку диагнозов. Это как бы да, это плохо. Вот. То есть, как бы система сама подбивает людей не обращаться за помощью. А такого, блин, не должно быть. Это же медицина. Ну вот Германия сейчас начинает как раз-таки все переходить вот к такой системе, что люди становятся, знаешь, они смиряются с тем, что я плачу деньги за страховку, но за свое лечение буду платить сам. То есть вот все больше людей, которые как с этим смиряются. И, например, вот в России так все живут давно уже. То есть давно все знают, что я как бы, ну, в принципе, пойду там в клинику частную, если заболею, скорее всего, а не в Ну поликлинику. да, ну стопудово. Но в России я вообще даже без понятия, какой там процент от зарплаты на медстраховку. Предприниматель, да? Не, ну в найме. Ну там платит работодатель. А, Там работник и не понимает, сколько за него платят. ну поэтому там всем кажется, что у нас бесплатная медицина. Ну да, ну ты знаешь, есть элементы хорошей бесплатной медицины в этом плане, потому что некоторые, например, такие супер дорогие лечения действительно могут провести вот прям супер бесплатно по квоте, если ты ее получишь. Да. Вот. Но мы давай больше про Германию. И с вот этими вот приватными страховками сейчас будет, вот я думаю, очень большое с ними изменение из-за того, что все меньше людей хотят оставаться в Gesetzliche, все больше будет идти в приватную. И я вот, например, считаю важной темой, что маклеры, которые продают страховки, они зарабатывают только когда ты переходишь в частную.
То есть никто не зарабатывает с тех, кто там в государственную идет, или там, ну, совсем это небольшие деньги? Ну, небольшие, но зарабатывают. Я же работаю с ТК и с Бармером напрямую. Это 2 государственных Мгм. страховки. Ну и нам за каждого, нового клиента платят комиссию, поэтому мы можем страховки людям оформлять бесплатно для Для того, человека. что они въезжают, да. Да, да. Но я имею в виду то, что, э, когда вот эту тему люди обсуждают, хотят они гзэцлихи страховку или приватную, то многие еще не успевают понять, в чем разница, в чем они Мгм. отличаются, что ему будет лучше там или хуже. Но, практически все маклеры всегда говорят: иди в приватную, это тебе будет лучше, тебе будет лучше. И, сложно сформировать вот реально такое мнение. Поэтому мне кажется, что пациентам, врачам, которые сами могут стать пациентами, важно сначала в этом разобраться, прежде чем вот этот вот такой супер выбор делать. Ну да, ну и плюс ко всему, касательно частных, вот многие, кто только приезжают, им туда страшно идти, особенно если с семьями. Ну, то есть сразу ты понимаешь, что это 1000 с лишним у тебя будет на страховке уходить. А так, вот именно почему государственное круто, это когда у тебя там муж, жена, 2 детей, это получается гораздо-гораздо дешевле на сноса, короче. Ну и еще видишь, получается, когда, например, вот мы с тобой обсудили, что в приватную ты можешь уйти, если, например, у тебя относительно высокий доход, там Мгм. больше, по-моему, 5 с чем-то тысяч бруто, да, в месяц, ну что такое. Ну, Не будем, что-то да, так. обманывать цифрами, ну примерно, да. Или если ты selbstständig. И получается, что если, например, врач, вот у врачей, у оберарстов, у шеф-арстов, у них бывают часто там зарплаты и 15, и 20 тысяч в месяц бывают бруто. Мгм. И ты как бы знаешь, что ты эту зарплату будешь получать до пенсии. И тебе, в принципе, не страшно сейчас переходить в приватную, потому что, ну, ты просто понимаешь, что вот ты так, в принципе, вот такая у тебя тарифная зарплата. А вот если ты предприниматель, тебе ж никто не гарантирует, что у тебя, например, такие же доходы там будут сохраняться или меньше, и никто не доплатит, ты уже как бы ушел в приватную и ушел. Ну, можно устроиться на работу хотя бы на 1 день и вернуться в Ну, не на государственную. один день, там, там есть Ну, на месяц. там есть главное требование, что ты должен основную часть своего дохода получать с наемной работы, а не с предпринимательской. То есть у тебя не должно быть никакого предпринимательского дохода в этот период. Ну, если ты, допустим, на грани разорения, понимаешь, что ты не можешь оплатить. Даже такие схемы есть. Ну, я конкретно Но знаю схемы людей, есть. которые к себе там предприниматели же, они все друг друга знают. Вот, Александр, я тебе напишу, если что, скажу: "Устрой меня, пожалуйста, мне И я не нужно в откажу тебе. государственную страховку". Вот. Ну, то есть варианты есть, но, конечно, это тоже тупо, что ты не можешь взять и сказать: "Слушайте, ну все, я пошел". Вот что это такое? Ну, Ну, я просто Ну, потому что кринж. раньше можно было, и все, уходили в государственную страховку, когда у них вероятность заболевания, мы ж вот обсудили, что там, да, вероятность заболевания, здесь сколько ты зарабатываешь. И пока ты много зарабатываешь, и у тебя низкая вероятность заболевания, ты типа в одной страховке, у тебя капитализм, а потом ты, как бы, значит, становишься бедный и больной, и у тебя начинается социализм сразу. Ну ладно, да, это тоже не круто. Но я не знаю, должна быть какая-то, м, Одна общая страховка. Вот мне кажется, это было бы решением. Одна общая для всех страховка с одинаковыми для всех, правилами. И, конечно же, те, кто в нее платят, наверное, все таки должны получать больше, чем те, которые с нее только получают. во-первых, да, и во-вторых, это ты так завуалированно сказал про получателей пособий. Я считаю еще то, что обязательно должна быть оценка даже как человек с кучей всяких заболеваний непонятных, должна быть оценка по здоровью, потому что, ну, мне, например, не прикольно платить, там, больше, грубо говоря, или если я, например, не болею, чем те, которые, не знаю, каждый день пьют алкоголь, курят по 3 пачки в день. Ну, вот они должны больше Ну платить, да, те, кто, например, больше курят, или те, кто пьют алкоголь. больше. Те, кто не занимается спортом и не следят за собой, естественно, у них риск заболевания выше, они платят А больше. предприниматели, например, работают чаще больше 8 часов в день, и у них от этого больше риск выгорания. Нужно ли тогда предпринимателям больше Нет. платить? А если ты пьешь каждый день алкоголь и куришь по 3 пачки в день, у тебя нет риска выгорания? Ну, это все вот факторы риска. То есть за фактор риска, как бы, будь готов, тогда плати.
А я трудоголик, у меня это трудотерапия. Меня работа Это расслабляет. ты так говоришь, чтобы тебя обратно приняли в страховку. Выгорание — это просто, это было ошибки молодости. Это всё А неправда. почему ты ездила, кстати, в глазную клинику, оперироваться из Германии? Почему ты не делала в Германии? Просто потому, что врач был знакомый по рекомендации. Я вообще никого тут не знала с глазами, вообще никого, никого. У меня только один единственный друг, который сделал такую операцию в Мюнхене, и то он такой говорит: "А я просто, ну, там нашел в интернете, почитал отзывы, пришел, и мне как-то, ну, и так мне было стрёмно глаза делать. У меня там истерика прямо на операции произошла". И мне кажется, что если бы это был незнакомый врач, то меня бы просто, ну, остановили бы операцию и сказали: "Всё, до свидания, иди". Ты знаешь, что вот эта тематика с операциями как раз-таки на глазах, вот это лазик или смайл, они еще там есть вариации, что это очень критикуемая в Германии сфера медицины, потому что они очень сильно превратились в продажи, которые как Да, бы в не Германии знаю. запрещены в медицине. Есть очень много так называемый Berufsordnung, то есть врачебные правила, как бы которых врач должен всегда как бы придерживаться. И вот мы с тобой уже тоже коротко обсудили, что врач, например, всегда обязан говорить, какие есть альтернативы этому лечению. Вот как, например, Мгм. с варикозом. То есть врач, он обязан сказать, что есть еще и другая методика, но она тебе, например, меньше подходит, потому что вот так. Или она там, например, Мгм. мы ее не можем по страховке оплатить. Он обязан об этом сказать, и ты как пациент можешь сказать, что врач совершил врачебную ошибку, потому что он тебе неправильно провел А ауфклерунг. кто это докажет? Он скажет: "А я говорил". Это мы уже врачи учим правильно, как отмазываться, потому что А это раньше другой подкаст это будет. другой подкаст. Но как бы мы чуть-чуть про это расскажем. Смотри, раньше так было, что как раз-таки пациенты приходили через 5 лет, через там, ну, по медицинским делам там больше срок давности, и поэтому они могли приходить там вообще через несколько лет и говорить: "А вы знаете, а мне вот этот врач не сказал, что во время моей операции могло быть еще и вот это осложнение, и несмотря на то, что это осложнение не произошло, но я не знал про это осложнение, что оно может быть, и решился на операцию. Если бы я про это знал, я, может быть, и не решился, но я решился, осложнение не случилось, и я считаю, что врач допустил врачебную ошибку. А ты, врач, докажи, что ты мне про это сказал 5 лет назад". Вот так вот. Вот такие пошли дела, потому что раньше бремя доказательства как раз-таки вот в таких вопросах было на враче. Мгм. И после этого все пациенты пошли сразу зарабатывать на врачах. И тогда было судебное решение, которое все поменяло в корне. Было судебное решение, что если врач во время как бы ауфклерунга всегда придерживается определенного своего шаблонного плана, то есть основания полагать, что он точно такой же шаблонный план ауфклерунга, об этого пациента разъяснения, проводил и тогда. И тем самым он как бы доказал, что он про это М. говорил. Мгм. Вот так. Ну вот, и поэтому я и поехала просто туда, где знакомые были, и всё. Все понятно. Нет секретной супер истории про это. Нет. Ну вот, с этой вот еще, с этими операциями в Германии еще очень часто, жалуются на то, что их именно коммерчески всем прям вот продвигают. То есть вот так, М. что кому-то, может, она еще и не супер нужна, но он придет в клинику, ему там скажут: "Вообще, вот прямо сейчас делай, еще и скидка будет", хотя скидки запрещены в Германии на медицинские услуги. Поэтому там на самом деле тоже очень коммерциализированная вот эта, часть. И они еще знаешь, как делают? В Германии врач обязан работать по специальному тарифу для врачей. То есть есть Мгм. специальный Gebührenordnung, и ты должен вот по тем цифрам, которые там, как бы эту операцию там или это там консультацию делать. И получается так, что, врач, он и не имеет права отклониться от этого каталога. Мгм. Но клиника может, например, сказать: "А мы врачу заплатим столько же, сколько он должен за это получить, но часть лечения за пациента мы как бы заплатим сами". И тем самым дают скидку. И вот таким образом они придумывают всякие схемки, чтобы обходить вот эти вот. Да. Да не знаю, мне кажется, в Германии, ну вот если ты говоришь, станет меньше клиник, это значит то, что будет открываться больше частных клиник. Да, 100%. 100%. И люди каким-то образом придут к тому, что я плачу 1000 евро в месяц за государственную страховку, Да. но еще 1000 за медицину. Ну, К этому но к этому кто все это сможет движется. себе позволить? Только люди, которые зарабатывают, ну, очень хорошие деньги. В этом и проблема. И получается, что, знаешь, есть такая медицинская статистика, что чем меньше клиник, тем меньше заболевших. И, поэтому сокращение клиник может как бы и для тех, кто лечит статистику,
статистику вылечить. Но, естественно, как бы для пациентов это всегда хуже. И то же самое даже не с клиниками, а просто с праксисами. Вот, например, мы для нашего праксиса думали получить gesetzliche Zulassung, то есть чтобы страховка оплачивала как бы лечение вот в нашем праксисе тоже. И страховка говорит, вы знаете, ваш регион на 403% überversorgt. То есть это значит, что в нашем регионе и так уже, по их как бы оценочному мнению, на 403% больше дерматологов, чем должно быть. А должно быть они как оценивают? То есть запись к дерматологу за 6 месяцев. То есть как оценить, что вот на 403% больше? Сколько денег есть платить за них? И считается, что медицина, вот, например, медицинские праксисы, это, наверное, один из немногих, я даже не знаю, как сказать, сфер бизнеса, что ли, что Мгм. когда появляется новый праксис, например, новый кардиологический праксис, новый дерматологический праксис, то становится больше пациентов. Потому что, если, например, у тебя очередь 6 месяцев, ты думаешь: "Не пойду". А тут как бы ты смотришь, на следующей неделе можно А. прийти, спросить там, и ты как бы записываешься на всякий случай, и становится больше пациентов. Ну, по государственной, да. Если бы это было частное, ты сам приходишь, оплачиваешь, то, ну, ты же не пойдешь просто так спросить. А как тебе, кстати, система франшизы, когда вот это называется франшиза в Швейцарии, когда ты каждый раз, когда идешь к врачу, должен из своих чуть-чуть заплатить. То есть вот часть какую-то ты платишь каждый раз, когда идешь к врачу, и это тебя как бы это спасает врача от того, что ты не придешь, ну, как бы если совсем это не надо, но при этом это как бы и для пациента не прям полностью ты все платишь. А сейчас, кстати, вроде стали брать в Германии 50 евро за то, что ты отказался, а не пришел на Это термин. Ausfallgebühr, да, то есть это за тех, кто не пришел. А такое всегда было? Такое всегда можно было делать, но не все этим пользовались. А, И поэтому, да, поэтому за то, что ты не пришел к врачу, врач имеет право выставить, что в это время он не принял пациентов. мгм. Но для врача получить с тебя эти 50 евро на самом деле так сложно, что ему проще 3 пациентов на одно и то же время записать, и кто тогда придет. Поэтому очереди. Поэтому да. И, ты знаешь, еще, кстати, вспомнился случай такой с, ожиданием, врачей, офтальмологов. Вот я когда был в, праксисе Хаусарцта, когда, во время учебы у нас там была практика, Мгм. то, вообще от глаукомы, например, от такой вот болезни глаз, не всегда, ну, как бы только в каких-то неразвитых обычно странах слепнут. Потому что редко допускают так, чтобы как бы, человек ослеп. И вот у нас был случай, когда в Германии, казалось бы, вот передовой с медицинской точки зрения стране, пациент реально ослеп из-за глаукомы, потому что он ждал термин очень долго к врачу, и ему дали направление, но ему сказали: "Сейчас мы не можем вам как бы дать термин". А пациент, он же не знает, что это срочно. То есть ему Мгм. говорят: "Ну, ждите". Ну, как бы сказали ждать, я и жду. И он не знал, что это срочно, и он как бы потом уже, ослепший, как бы вот просто понял, что, ну, как бы его не вылечат. Я надеюсь, он всех засудил? Э, Ты знаешь, там, что еще более шокирующее для меня было, потом Хаусарц ему говорит: "Да вы типа не переживайте, вам же сделают как бы инвалидское удостоверение". Я такой думаю: "Офигеть, не переживайте". Поэтому и такое бывает на самом деле. Ну вот, да. И очень многие на самом деле сильно разочаровываются, потому что, в странах СНГ немецкая медицина, она же такая вау-медицина, но я всегда пыталась объяснить, что, ребята, это просто на разных уровнях. Вам тут плюс-минус не дадут умереть, ну, в большинстве случаев, но вот эта повседневная медицина, Да. система вообще не для вас сделана Чем как бы. лучше, чем сильнее ты заболел, тем лучше система медицины получается в Германии. То есть ты на самое такое сложное лечение попадешь на, самое крутое. И у нас, кстати, был тоже такой по этому поводу случай. Я как дед уже. И по этому поводу есть случай. Во Франкфурте есть, такая больница, Unfallkrankenhaus во Франкфурте. Мгм. Там есть очень сильная, пластическая хирургия, реконструктивная хирургия. И вот туда как-то попал, такой человек без определенного места жительства, которому сделали сложнейшую операцию на сердце, и он после этого сбежал из больницы, у него началась, проблема с заживлением раны, и ему сделали пластику, дорогущую просто операцию. Ну, как бы и страховка это все переняла. Ему пересадили лоскут, как бы, который вот должен закрывать вот эту часть. Он опять сбежал из больницы.
То есть Я он думала, получил там будет супермедицину. операция, типа, ему сделали пластическую операцию, и теперь он Орландо Блум. Вот. Ну, тоже, я думаю, скоро введут. То есть получается, что чем сильнее ты заболел, тем лучше у тебя как бы страховка перекроет твое лечение. И есть еще вот такой тоже нюанс. Это я даже скорее так к врачам обращаюсь, чем, чем не к врачам. Вот у меня, например, государственная страховка. И я сейчас тебе покажу карточку свою государственную. И у меня, ну вот, когда если я попадаю в больницу или в праксис, то меня, ну как бы я всегда как приватный пациент прохожу. Что? Что там за лайфхак? Ты ты её обклеил? А почему? Потому что ты врач? Потому что там написано «доктор Мед», и Да-да-да. это помогает на самом деле получить, ну вот у коллег, то есть здесь тоже есть такая коллегиальная вещь, то есть всегда найдется термин быстрее, всегда как бы Мгм, мгм. А почему ты в государственной? потому что я не чувствую, что я получаю меньше как бы от государственной, чем от приватной, потому что вот я тебе сейчас показал. Это как бы первый момент. А второй момент, что, ну, для меня это какой-то такой предпринимательский суперриск, что я не знаю, смогу ли я там через несколько лет, например, тоже, за нее много платить. А если у меня там будет 5 детей, например? Жена моя сидит, сейчас посмотрю. Вроде не сильно Она злится. пятеро детей. Нет, не будет, Александр, забудь об этом. Ну, окей, окей. По поводу детей, но там же есть какой-то детский тариф. Ну, есть, но там все равно можно как бы сильно за рамки вот этих вот, как вот в Гезеслихе 1300 выйти. Но ты знаешь, если нам сейчас скажут, что нужно в государственной и за детей платить, и там рамку повысить, то, конечно, я перейду. И это Мгм. про та проблема, про которую я тебе и говорил, что, из-за того, что наседают все больше на тех, кто остался, то получается, что они только и уходят. Так же, кстати, и про налоги говорят. Что Да? что ты по этому поводу думаешь? Нет, Не только не это. давай, давай. Да, ну, сама система очень, фигово сделана. Я не понимаю, почему. Вот я не понимаю, почему. Почему нет какого-то единого портала? Как я недавно в рилсе про это говорила, и мне люди в комментариях: все понятно, все можно рассчитать и понимать заранее, сколько точно ты должен налогов. А почему я должна садиться и этим заниматься? Деньги от меня нужны им. Вот пусть они мне предоставят удобную систему, если они хотят от меня эту огромную пачку налогов. А если ты предприниматель, у тебя, ну, половина денег уходит на всяческие налоги и все подряд. Ну, Без 50. преувеличения, половина, Ну да. да, да. Это еще если хорошо все поработали, налоговые консультанты. Вот. И, соответственно, вот я как подумаю, я полгода в год работаю, я полжизни, давай уже сразу гипертрофируем все, чтобы паническая атака началась. Пол своей жизни, половину я не езжу там, отдыхаю, а вот работаю для того, чтобы отдать эти деньги кому-то. И я такая: "Вот, что? Хорошо, я даже согласна, мне дают инфраструктуру, я чувствую себя безопасно, у меня там, не знаю, фонари на улицах горят, вот это все, полиция, супер, я их не боюсь, я, наоборот, чувствую от них себя защищенной, прекрасно. Но сделайте систему удобную, комфортную, а не то, что вот это. Мне недавно пришло на 800 евро штрафов, за то, что я не заплатила вовремя что-то, а я платила примерно одинаково вовремя, но там было типа просрочка 1 день или на 2 дня позже я заплатила НДС, или оно дошло там на 2 дня позже. И это было в прошлом году, в апреле, мае, июне, и мне пришло в прошлом месяце только за это все штраф на 800 евро. А они не просили у меня тогда. То есть мне не приходило ни манонг, ничего, вообще ничего. Просто вот это одно письмо со штрафами такое, типа: мы писали вашим налоговикам на почту куда-то, а это где-то потерялось. И я такая: ну, здрасте. Ну, в смысле? Ну, в смысле? Ну вот почему нельзя сделать вот такой один портал,
где ты заходишь, ты кликаешь, нужно же запрашивать у них выписку о твоих сводных там задолженностях. Это делает налоговик, они тебе пока подготовят, пока пришлют. За хрена? Защита данных. Ты знаешь, у нас был такой случай, когда поменялся какой-то закон, там тоже то ли с НДС, там, ну, в общем, какой-то налоговый закон поменялся, и наш налоговый консультант, что Арбиратор, он в налоговую как бы пришло там какое-то уведомление, что вы неправильно сделали. И он с ним связался и говорит, ну, смотрите, сейчас же пришло вот изменение в законе, теперь же можно так делать. А налоговик говорит, а у нас еще не прошло Weiterbildung, то есть обучение по этому как бы изменению. В налоговой? Да, он у нас будет только через 2 недели, поэтому как бы пока что я вам сохраняю этот штраф, но после своего обучения может быть такое, что как бы мы его отменим. А налоговый консультант говорит, ну вы же можете просто в интернете посмотреть, давайте я вам ссылку отправлю. А он говорит, а у нас интернета нет. Это был неожиданный конец. Ну вот. И, соответственно, я, например, сейчас попала в такую веселую ситуацию, в которую попадают все предприниматели, мне кажется, такие рисковые, более рисковые, чем все остальные, да. Это когда ты думаешь, что окей, я сейчас инвестирую деньги, запущу там какой-то новый проект, и потом это же вернется, я примерно все просчитала, а тут, получается, оно там не вернулось немножко, тут ты меньше заработал, чем ты ожидаешь, и в итоге у тебя нечем заплатить налоги. Кассовый разрыв, да. Да, и, соответственно, вот это вот, а почему нечем? Мне было бы чем, да? Но Собираем пожертвования. донаты по ссылке под этим видео. Почему? Потому что за 24 год декларация хорошо, я заплачу за эти налоги. Но так как за 24 год декларация подана, и они увидели, какая у меня там сумма, они такие, а за 25-й мы меньше там насчитывали. И у меня вот эти вот Vorauszahlungen, ну, предоплатные суммы, за 25-й были очень маленькими, потому что за 23-й год я только начинала свой бизнес тогда здесь, и у меня были небольшие суммы. И, соответственно, я платила немного. И они такие, за 24-й вот эту вот котлету выложи, за 25-й еще, чтобы до такой же суммы доплати, а там прилично чуть ли не столько же еще, вот x2. И за 26-й мы тебе Vorauszahlungen увеличиваем, и это все по подоходному налогу, еще то же самое по Gewerbesteuer. И получается, ты как бы думаешь, что, ну окей, я там должен, допустим, не знаю, 10 тысяч евро, 15 тысяч евро, и как бы откладываешь, да? А потом бах, и ты должен то же самое, только x3. Да. Вот, и ты такой, а в смысле? Это часто с этим действительно сталкиваются предприниматели в Германии. Это Да. вообще такая просто классика. И с этим еще не только с налогами, а забывают еще с амортизацией. То есть думают, что я вот сейчас что-то дорогое купил, и, ну, как бы меньше у фирмы денег, и я меньше должен налогов заплатить. А в итоге у тебя эта трата списывается в течение многих лет, а налог с тебя списывается, как будто бы ты этого не купил, и сразу должен за всю сумму. Да. Ну, кстати, дисклеймер на эту тему. Мы, как 2 гражданина Германии, имеем право жаловаться на свою страну. Так что не надо. Это ты уже знаешь, да? Я знаю уже, догадываюсь. Да, да. Как 2 гражданина Германии, которые все это время платят здесь налоги. Все, да. Я, кстати, даже еще и на пособии ни разу не был. Не Я знаю, тоже. ты тоже не была ни разу на пособии? Я бы не имела права на него, потому что я же тут была по студенческому Ну вот я ВНЖ. так же. То есть нужно было доказать, наоборот, что ты имеешь право вообще, что у тебя деньги есть здесь находиться. Да. Да. Нет, ну в плане, что система, очевидно, не очень для предпринимателей. Я не понимаю, почему. Я не понимаю, что должно случиться, чтобы это поменялось, потому что, ну, а кто создает рабочие места, кто создает вот это все, кто налоги вообще эти платит. Ну, то есть, если, как говорят в интернете, В что интернетах ваших. в интернетах говорят ваших, да, что Германия это страна найма. Да. Кто нанимать будет людей, если не будет предпринимателей, извините. Ну, в Германии всегда был расчет на большие концерны. Что А там то, BMW что будет. сейчас А у них уже тоже, оказывается, вот кризис. сейчас, да. Со второго квартала 24 года везде такая ситуация. Ну, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что решение максимально простое. Вот в Германии как бы по масштабам бизнеса, бизнес с оборотом до 1 000 000 в год
евро считается микроскопическим бизнесом. И если в этом сегменте сделать какую-нибудь упрощенную систему налогообложения, то это решит прям Да, вот да, и я то же самое говорю. У меня вообще был рилс, где я говорила: ребята, вот я, если за что-то выйду на улице, вот, менять систему, то это будет именно это. Я хочу реально, и, ну вот, я тоже попадаю в это до 1 000 000 оборота. И, в принципе, если бы был какой-то простой налог, зачем вот это гивербештeuer, вот это штойер, туда штойер, сюда штойер? Сделайте реально какой-то энный процент, чтобы я не возилась с этими чеками, чтобы я не тратила. Вот предприниматель. В итоге сколько времени остается, чтобы действительно заниматься стратегией, думать там про какие-то новые направления, думать про развитие. Сколько? Ты сидишь, тут ты ковыряешься с этими чеками, там тебе налоговик скидывает вопрос: а это что, а это за что, а вот это да. почему, найдите мне то, сё, пятое, десятое. Ты знаешь, еще вот ты говоришь, если посчитать там с 50% налогов, что ты как бы половину там жизни, да, работаешь на налоговую, а ты еще вот так можешь себе это представить. Вот у тебя есть ГМБХ, ООО, Мгм. и когда у тебя, например, дела хорошо идут, то у тебя как будто бы есть еще один соучредитель в фирме. Как будто бы еще кто-то половину процента зарабатывает. А когда у тебя в ГМБХ плохо дела идут, ну что ж, как бы, ну не получилось. Да-да-да-да. Да, причем я тут недавно узнавала касательно вообще закрытия или там обанкротить ГМБХ, допустим. Это Ничего себе у чисто тебя. это был праздный интерес. Это был праздный интерес. И там, оказывается, вообще тоже не все так просто. То есть ты как учредитель, ты в итоге... Все равно несешь ответственность, да, если что-то сделал там не так. Да-да-да. Ну и, кстати, ну вот у тебя в твоей сфере бизнеса тебе не нужно, например, там помещение арендовать, аппараты брать в лизинг, как вот, например, у нас в клинике. А мы когда начинали, то, несмотря на наличие ГМБХ, все равно хотят личное поручительство директора. То есть все равно ты полностью выпадаешь оттуда. За все кредиты личное поручительство директора, несмотря на ГМБХ, все просят. Да. Мгм. Ну да, я ничего такого не брала, поэтому я с этим не сталкивалась. Рекомендуем бизнесменам переезжать в Германию? Рекомендуем открывать клиники в Германии. Ну, на самом деле, частный медицинский бизнес в Германии однозначно будет расти, но непонятно, как политика будет к нему подходить, потому что может быть такое, что будут стараться ограничить частный сектор в медицине. Это, кстати, тоже такой вопрос, который очень сильно обсуждается. То есть кто-то считает, что частные инвестиции в медицину — это плохо, потому что люди инвестируют деньги, чтобы заработать, и ты как бы зарабатываешь на системе здравоохранения, то есть получаешь те деньги, которые должны были получить там врачи, на оборудование уйти и так далее. А есть те, кто говорят, что без этих денег и развития не будет. То есть вот... Ну, почему не посмотреть на практику других стран и не внедрить что-нибудь, что хорошо работает? Потому что, возвращаемся к началу нашего подкаста, все недовольны медициной в своей стране. Ну, а что ты там сказал про Швейцарию? Мне кажется, швейцарской медициной довольна в общем и целом, нет? Ну, ей довольны, когда ты живешь в Германии и слышишь про нее. А когда ты живешь в Швейцарии, ты, конечно же, недоволен своей швейцарской системой, и она кажется, что могла бы быть гораздо лучше. Но на самом деле, как путь для Германии, я вижу это неплохим вариантом. И с частным сектором, мне кажется, что это просто неизбежно, что будут появляться такие клиники, что все больше людей готовы платить за то, чтобы не ждать у врача 6 месяцев. Вот. И знаешь еще, как часто бывает? Бывает, например, вот если ты идешь на консультацию, допустим, к врачу, ты готов заплатить ему за консультацию своих денег, но если уже ты знаешь, что тебе нужно там что-то лечить, то тогда ты уже ждешь. То есть вот ты как бы готов за первичный прием заплатить. И вот этих вот первичных врачей первичного звена, частных, становится больше. И сейчас просто максимально классное время, чтобы вот этот вот бизнес медицинский в Германии начинать. Ну, а насколько вообще это заморочено? Потому что, ну, бизнес любой в Германии Очень это очень вот сильно максимально. заморочено. А вот медицина, где у тебя еще такая ответственность, мне кажется, там просто можно выйти в Ты знаешь, окно. нас контролируют все. И часто бывает так, что то, что от нас хочет врачебная палата, нарушает закон другого ведомства. Это вот, например, как бы, чтобы фактический пример привести, нам, например, врачебная палата говорит: вы должны уволить всех ваших врачей, сделать их самозанятыми, и чтобы каждый врач как бы заключал договор с пациентом, как бы, потому что врач имеет право лечить пациентов, а не ваша как бы клиника. Мгм.
Ну, в этом случае мы нарушаем как бы закон, который будет для так называемого Scheinselbstständigkeit, то есть Мгм. то, что пенсионная контролирует, что это действительно наемные сотрудники. Но врачебная палата считает так правильно, они считают так правильно, и нам нужно с ними находить баланс, потому что они между собой не контактируют, они только через нас. Одни нас тянут в одну сторону, те нас тянут в другую сторону. Но мы крепчаем. Ты очень позитивно отзываешься об этом. Но я бы, вот как ты сказал, да, я, возможно, была бы готова платить как раз за первичную консультацию, чтобы у меня там было не 4 минуты времени эфирного, а побольше, чтобы меня там нормально выслушали, нормально осмотрели. Еще вот чего не хватает, это какого-то полного чекапа для превентивной какой-то медицины. У меня, например, недавно подружка чувствовала себя долго плохо, и Так. такая: "Ну, чё-то непонятно". Там проверила, сям проверила, непонятно. Ну, вот просто такой упадок сил. Я такая: "Ну, ты много работаешь, отдыхай побольше". Она такая: Да. "Спасибо, спасибо большое, конечно". Потом пошла, сдала все анализы там на всякие микроэлементы. У нее оказалось, что, что-то какая-то фолиевая кислота, по-моему, просто ноль. И, витамин D тоже пониженный вообще просто в дно. И из-за этого у нее вот такая усталость была постоянная. И когда ей сейчас, Мгм. коррекционные вот эти витамины подобрали, она себя через неделю уже стала нормально чувствовать. Ну, это, ты знаешь, это тот же вот вопрос, что в общей системе здравоохранения, вот когда есть государственная страховка, то она добивается того, чтобы с этим бюджетом, да, максимально вот сделать больше работоспособных людей. И в этом случае получается так, что, например, считают, что если человек там, например, до 30, то ему, в принципе, один раз достаточно кардиограмму сделать, и, ну, как бы, и что? Так просто распределена страховка. Но если ты придешь, например, и будешь платить за свои деньги за медицину, то ты тогда можешь уже сказать, что я готов заплатить больше, но я готов заплатить за то, чтобы вы конкретно мне понизили шансы заболеть максимально вот настолько, насколько я готов заплатить. Вот я могу МРТ всего тела делать каждый месяц, например, и страховка это никогда не покроет, Ну, но оно понятно. может там и пригодиться, например, в этом случае. Ты как бы уже сам решаешь, на какой риск ты готов пойти, и ты Мгм. сам платишь за свое лечение. Мне вспоминается мем: "Кто сдох, тот лох". Просто про немецкую медицину. Нет, на самом деле я вспоминаю вот конкретно свою историю, практический опыт. И как, все подписчики вспоминают, как мне ногу творогом лечили, А я конечно. что-то не знаю такой Не истории. знаешь? Расскажи. Ладно, я тогда расскажу эту. Тогда у меня 2 Давай. получается. Я сломала в прошлом году в ноябре ногу. Ну, точнее, не ногу, ступню. Так. И я эту кость ломаю уже 3-й раз. Вот, ну, просто в разных местах. Я не знаю, как так выходит. И это было в Мюнхене на концерте, конечно же. Так. Меня привезли в отделение, Нотфаль, короче, сделали рентген, и врач смотрит и такой говорит: "У вас спиральный перелом". Спиралевидный, как это правильно сказать? Вот, спиральный перелом. Вам, короче, нужно, скорее всего, вставить спицу, вот, чтобы оно все правильно срослось. Я на вас надеваю ботинок, короче, все, вы можете идти у себя. Не, как он сказал, завтра будет врач тут и говорит: "Вы нам позвоните". Он посмотрит еще раз на снимок, скажет, что вам делать. Когда я позвонила, они такие: так вы ж прописаны не в Мюнхене, а в Бамберге. До свидания, короче. Идите туда к своему врачу с этим снимком, пусть сам решает". Я такая: "Понятненько". Я записалась там к ортопеду в клинике. Это, кстати, так тоже незаконно делать. Ну да ладно. Вот. В клинике прихожу, он смотрит на эти снимки и такой: "Да не, норм все. Только ботинок вам надо поменять, оно, короче, заживет. Вам надели Вы не ж не такой, надо профессиональный такой. спортсмен. Зачем вам бегать? Зачем вам нога?" Дадут инвалидский шайн. Ага. Ну, короче. И он говорит: "Да нет, все нормально, к Новому году должно пройти, там, типа, 6 недель в общей сложности". Я такая: "Ну все, к Новому году". А я тогда еще с мужем, мы собирались в Карловы Вары, сняли там такой красивый отель, я такое красивое платье заказала и туфли на таком небольшом каблуке. Я думаю, моя цель ровно 6 недель было 31 декабря. Я такая: "Я 31 декабря сниму ботинок и надену эти туфли". Все, я так и сделала, но что то больно.
такая: "Чё больно?" И причем мне не сказали. Я говорю: "А надо приходить заново там рентген сделать?" "Нет, через 6 недель просто снимайте, все норм". Я такая: "Так можно было?" Ну, потому что когда я первый раз ломала ногу, я приходила 3 раза на рентген. И в конце, когда уже решали, снимать совсем гипс или нет, мне еще раз сделали, такие: "А, ну все норм". Мгм. Нифига. Ну, я такая: "Ну ладно, может быть, это пока временное явление". Хожу, дальше больно, 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 и я начала ходить, ну, вот так вот. Ну, то есть, чтобы у меня вот эта кость была сломана, где Так. мизинец, вот. И я, ну, немножечко начала заваливаться, чтобы на нее не делать нагрузки. И у меня пошло искривление большого пальца. Вот, короче, он, ну, начал вот так вот загибаться из-за того, что я постоянно на него нажимала, и он начал болеть. О-о. И я такая: "А на чём мне ходить как бы?" Я такая думаю: "Да, наверно, что-то не то. Пойду к ортопеду". Там прошло уже 9 недель, ничего не проходило. Пришла к ортопеду не в больнице, а к другому, к которому я раньше ходила. Он посмотрел и такой говорит: "Так у вас же спиралевидный перелом, тут же всё очевидно". Я такая: "Кому?" Я Очевидно, не твоему предыдущему ортопеду. да-да-да-да-да. Явно не тому врачу, который решил, что это не он и что всё нормально. Он такой: "Ну так вам надо было операцию делать, спицы вставлять". Я такая: "Ах, зло". Ну, блин, оно так и лечится на самом деле. А ты знаешь, самое интересное, что вот я когда слышу какие-то истории, я тогда слышу, что врач там забыл сказать, что есть еще такая там методика лечения, на него подали в суд. И я думаю, блин, как же сложно врачам работать. Вот ты все должен вот прям по этим законам делать. И тут ты приходишь, и мне как пациент говоришь: "А мне не сделали просто операцию, когда она мне была нужна". И я как бы просто, ну, пошла к другому врачу. Ну да, а чё я буду делать? Мне некогда там ссориться, скандалить, что-то в какой-то суд идти. Ну, я не буду этим заниматься. Врач от этого не станет более квалифицированным. Ну да, надо было найти его номер. Алло, должна вам Помнишь меня? сообщить, да. Спишь? Ну так вот, и я ходила, несколько, я не знаю, месяца 3, наверно, к этому врачу периодически. Он мне назначил физио какое-то, а мне вообще в "Инстаграм" потом врачи другие прокомментировали, что это физио ничему особо там не способствует, кроме того, что оно сращивает быстрее, короче, помогает сращивать кости, но если они у меня уже криво лежат, нафига их сращивать еще больше? И он мне говорит: "Ну, а чё, там смещение есть, да, но оно не сильное уже, оно как-то там само чуть выровнялось, но мы просто сделаем так, чтобы тут кость наросла, типа, Мгм. вот, ну и уже так это Чё вам? тяп-ляп, да, чё, какая разница". И говорит, что вы, говорит, прикладывайте, вот просто берите творог, я, говорит, серьезно говорю, купите там какие-то бинты, да, и творог каждый вечер, вот Netflix смотрите, и положили на То ногу, есть прикладывать обернули, не в рот не в творог рот, прикладывать, а на ногу. вокруг ноги. Он говорит, что это снимает воспаление. Вот. И я прикалывалась над этим в блоге, но я несколько раз Это прикладывала немецкий творог. вот врач-немец. Да, да. Ты просто знаешь, Он я как бы сказал: "Не смейтесь надо не мной, смейтесь. я вижу ваш скепсис, но я вам серьезно говорю, это Дедов метод. помогает". И моему деду помог, и вам поможет. Это знаешь, у нас, бывает, что врач, например, не сдаёт Kenntnisprüfung, потому что он там просто не ответил на какую-то вообще такую там какую-то деталь, вообще не из своей области медицины, потому что там какой-то профессор написал на эту тему диссертацию давно, и он решил спросить про это, и врач не смог ответить. И ему говорят: "Вы знаете, нам кажется, что вы представляете опасность для немецкого здравоохранения, и мы как бы забираем у вас там, например, вот лицензию, пока вы не сдадите там Kenntnisprüfung", допустим. А тут ты рассказываешь, что тебе такой немецкий врач: "Приложите творог". Ну вот, типа, да. И, в итоге что? В итоге оно действительно прошло месяца через 3, но не из-за О. творога. Ну, срослось просто. Но Так. так у меня через 9 недель, еще не срослись до конца кости. То есть, ну вот такой бред был. И теперь у меня вот это вот то, что с большим пальцем произошло,
это у меня были предпосылки, но они не развивались, потому что я нормально ходила. А из-за этого, это необратимый этап, и я была уже в специализированной клинике, тоже ездила в другой город, чтобы вот с этим вот большим пальцем мне его посмотрели, и мне сказали, что мне так или иначе 100% придется делать операцию, выпрямлять его рано или поздно, я сама могу решить, но он бы на моем месте подождал, пока не будет всегда больно. Типа, сейчас иногда дискомфортно, при каких-то спортивных упражнениях дискомфортно. То есть получается то, что из-за того, что мне не определили, что это был спиральный перелом, не сделали операцию, все это триггернуло то, что мне нужна будет операция, только теперь на другой палец. Теперь нужно делать нормальный перелом уже. Вот. Ну да, и часто бывает, знаешь, что люди, например, там с разрывом крестообразной связки месяцами ждут операции, когда им там сделают, потому что говорят, вы же не профессиональный спортсмен, вам же не срочно прямо сейчас нужно сделать. Будет у вас нога чуть меньше сгибаться, какая вам разница. А немцы, они и к сервису тоже не так требовательны. Это да. И поэтому они к медицинскому сервису, они думают, и что, и будет нога у меня меньше сгибаться, и что мне? Как бы норм. И вот то же самое у меня была первая история. Я реально только я вылечила это. Я не думала, что возможно это вылечить. У меня начала болеть спина. Чтоб ты понимал, я как бабка. У меня ортопедический стул рабочий, у меня ортопедический матрас, у меня вот эта вот функция матрас, что он так поднимается, чтобы читать было удобно. Серьезная подготовка. На спину не было нагрузки. Я вывалила за это кучу денег, за все. А у меня болела спина. Прямо реально так болела, что у меня вот здесь вот верхние позвонки зажимали нерв, у меня все воспалялось, я руку не могла поднять, я плакала, потому что просто больно. Вот шею вот так вот было не подвинуть. На схеме можешь показать, какой позвонок болел. Вот здесь, где-то здесь, где там 7-й, вот где-то здесь. Вот. И я ходила к ортопеду 3 года. 3 года. Мне каждый раз делали рентген и такие: все норм. Вправляли спину, оно там все хрустело, прописывали ибупрофен, и потом еще начали выдавать рецепт на мышечные релаксанты. Вот, чтобы быстрее вот это все отпускало. Я такая: вот они помогали, мышечный релаксант. Я на релаксе. Круто. И ты еще чувствуешь себя таким немножко как после ватным, таким, не знаю. Чувствуешь, что помогло. Штырила. И каждый раз одно и то же. И у меня иногда это происходило так резко, что я могла просто проснуться в определенный день, у меня куча планов, и я не могу нормально пошевелиться. И мне приходилось у них брать вот этот вот нотфальтермин, бежать туда, они мне вправляли ибупрофен, мышечные релаксанты. Одна и та же схема по кругу. И когда в 1 год я пришла в 4-й раз уже к нему, я ему говорю, один раз мне прописали, назначили, дали направление на 6 массажей. И это все, что за 3 года мне удалось получить. 6 массажей. И я пришла в 4-й раз, и я говорю, сколько? Это невозможно, должна быть какая-то причина. Я говорю, направьте меня на МРТ куда-нибудь. Я говорю, там что-то не то. И он такой из разряда: вы что, сомневаетесь в моих методах лечения? И я просто на него наорала. Я уже психанула, и он в итоге сказал, дверь там, я вышла, хлопнула вот так вот дверью и сказала, больше никогда не вернусь, но с переломом я к нему вернулся. У меня просто забыл, я думаю. Это тот, который нормально уже. Реально, я так психанула, и в итоге что? Я маме жаловалась, и я же летаю к маме, и она по знакомству тоже нашла врача, которая остеопат. Врача или остеопат? Она врач, но она остеопат. Вот, она врач, она работает в Москве в клинике, и она частно занимается остеопатией, у нее и от отца, какой-то своя методика. Окей. Вот, в общем, я к ней пришла, за 3 сеанса она меня вылечила. Что было? У меня позвонок, они, вылетают 3-й, 7-й, еще какой-то, они немножко смещаются от того, что у меня неукрепленные мышцы спины, у меня мышцы сразу начинают блокироваться, и там какой-то нерв защемляется или нервы защемляются. И всегда была одна и та же фигня. И вот она мне сделала вот этот позвонок, и я сейчас к ней прихожу раз в год, и у меня не болит спина уже 5 лет.
Ну, скорее всего, тебя мышцы расслабляют, потому что позвонки не вылетают. Ну, я не знаю, что там происходит, я не Ну, могу это главное, объяснить помогает, нормально, хорошо. да. Главное, помогло. Но 3 года до этого. Ну, на МРТ тебя бы не отправили, потому что квоты, и врачу нужно решать, кого отправить на МРТ, А потому это что у я нее уже есть тоже потом несколько. узнала, Да. да, да. То есть есть кандидаты, типа вот у него там есть 5 квот, и вот решай, кому из пациентов отправить. Это вот опять к вопросу о частной медицине. То есть в частной медицине ты можешь сказать: хочу вот сделать МРТ, вот мне неважно там, насколько велик риск того, что он у меня что-то покажет, вот за свои деньги хочу сделать, пожалуйста. А в государственной медицине вот если нашелся, например, пациент, кому более важно, чем тебе, ну, значит, что ж поделать. Такая система работы. И например, вот у врачей система оплаты еще бывает такая, что, например, хаусарцтво семейному врачу, у него есть какое-то определенное количество эхокардиограмм, например, или просто кардиограмм, которые он может сделать в месяц. И оставшиеся он может делать, но они ему не будут оплачиваться вообще. То есть вообще не платят. То есть ты можешь делать, но нет. И если он, например, скажет страховке: вы знаете, мне по необходимости для пациентов нужно было сделать больше, например, вот просто вот такие пациенты приходили, что мне им нужно было больше сделать кардиограмм, то страховка говорит: вы знаете, мы посчитали, что в вашем регионе обычно врачам не приходится делать больше, а вам приходится делать больше, значит, вы перерасходуете как бы средства, и мы вам за это просто не заплатим. А бывает так, что еще обратно требуют с врача деньги за то, что он сделал вот эти кардиограммы. Поэтому врачи лучше, как бы, знаешь, не назначат, чтобы себе дороже. Ну вот, и это разве не бред? Это минусы государственной страховки. Вот есть плюсы государственной страховки и минусы там частной страховки. Вот это как бы тот самый вопрос, на который нету ответа, какая страховка лучше. Ну, в общем, я не знаю, что должно быть с системой для того, чтобы вот эти вот минусы убрать. Я говорю, я была бы довольна, если бы мне сказали: ты плати там за государственную из разряда 500 в месяц, пусть она просто плати нам 500 в месяц, и все, и мы от тебя отстанем. И ты можешь лечиться там за свои деньги где хочешь. Но когда я плачу 1000 с лишним в месяц, то мне уже не хочется идти за свои деньги лечиться где я хочу. Понимаю. И никак тебе на это не аргументирую. Действительно, не хочется, и действительно реформ требует система здравоохранения, и они будут. И нам остается только следить сейчас за ними и под них подстраиваться, потому что уже многое сейчас решили, как оно будет меняться. Отменили, например, оплату гомеопатии, ты знаешь? Да-да-да. И даже, например, если страховки сами хотят, то есть они, например, как отдельные услуги хотят у себя вести, что приходите к нам, мы будем платить за гомеопатию, им тоже запретили. Ого, Ну, это одно из интересно. вот таких изменений. То есть вот таких изменений сейчас будет много, поэтому посмотрим, как это все поменяется. Ну, а второе изменение — доплачивать за неработающего супруга. Ну, Но это типа, еще не пока что вот на момент еще как бы так решили, что вроде да, но непонятно сколько и когда. То есть это еще не... Ну, я думаю, что к этому придет тоже. Потому что денег у страховки мало, пациентам требуется больше денег, и есть те, кто не платят за страховку и болеют. нужно больше золота. Все решается, да, все решается тем, что нужно больше золота. Вот, поэтому к истории про твоих врачей сюда хочется добавить, что если вы хороший врач, то Германия в вас нуждается. У нас есть для тебя подарок, который, в принципе, ну, у тебя, как у немки, вообще должно было бы это уже давно быть. Но я так понял, что у тебя этого еще нет. Я Шален Зольбрухштейн Verursacher. Он самый. Я думал, что тебе потребуется больше времени на ответ, но ты его уже знаешь. Вот это мне сегодня надо в казино зайти, походу. Я думаю, это всю свою удачу уже израсходовало. Это прикол. Будут новые видео. Класс, спасибо. А у тебя такой есть уже, У да? меня, конечно же, такой есть. Конечно. Каждое утро пользуешься? А мне кажется, он должен быть, и мне нужно пользоваться. Он должен просто Да. быть. Это прикольно. Спасибо. Если врачей будут заменять на Роботов. искусственный интеллект. Да. Ну, то есть ты, например, как первичное звено идешь не к врачу, а ты там в компьютере вот приходишь, вбиваешь в таком сертифицированном во врачебном праксисе, там он собирает эти анамнезы и говорит, вот в этом случае тебе, например, там вот это нужно делать. Тебе это было бы
Для тебя было бы это проблемой? Или вот тебе нужно обязательно к человеку пойти, или Мне нет? будет прописывать МРТ? Ты знаешь, больше шансов, что на этом получится сэкономить деньги, чтобы осталось на МРТ. О, ну слушай, я не против, потому что я сама работаю с искусственным интеллектом много. Мы сейчас в агентстве внедряем тоже бота-агента, который будет помогать нашим клиентам там, отвечать на вопросы тоже, чтобы не дергать постоянно по базовым вопросам сотрудников. Мгм. И чтобы сотрудники могли тоже больше времени инвестировать в там бумажные процессы, например, а не отвлекаться постоянно. Ам, я считаю, что да, круто, если он будет обучен на всем вот медицинской базе, но, конечно же, не по всем вопросам. Естественно, есть там, где нужно посмотреть, где нужно, может быть, больше какая-то психологическая составляющая, посоветоваться. Но мне кажется, для государственной медицины это вполне нормально. А если я хочу там какую-то частную консультацию уже, то вот это как раз можно пойти и заплатить. Почему бы нет? Ну вот есть клиники, они не работают с государственными пациентами, которые застрахованы, ну, государственной страховки. Но есть сеть клиник, которая развивает своего АИ-помощника для врачей. И Мгм. врач как бы выписывает, вот он пишет то, что он бы просто написал сам, потом это все читает АИ-помощник и говорит: слушай, а вот здесь вот так вот, наверное, можно было бы еще исправить. И врач такой: ну да, кстати. И они вот это разрабатывают, и сейчас там сидит врач, и он как бы работает вот с этими, с АИ-помощниками, но владельцы этой клиники говорят, что они, собственно, чувствуют, что как будто бы эти врачи, которые там сидят, только тормозят работу, что, что в принципе, этот АИ-помощник справился бы и без врача. И вот как бы такая дилемма, что как бы, ну да, врач там как бы он есть, он, конечно же, итоговое решение принимает, и, конечно, он даже ответственность несет, а не АИ. Мгм. Но, тем не менее, и врачи говорят, что, ну да, в принципе, вот я тут мог бы и вот это еще добавить, действительно. Но мне кажется, то, что по базовым каким-то вопросам, вполне это может решить и искусственный интеллект, но тут тоже вопрос, а кто будет, нести ответственность? То есть, ам, какую-то предварительную консультацию, я думаю, что он может дать, определить, куда тебя там направить, не знаю, Мгм. что, как срочно и так далее, но конечное решение какое-то должен принимать врач, потому что и с ИИ, спрос какой? Ну, видишь, не порекомендуйте творог прикладывать, и кто будет нести ответственность. Ну, это да, но и может, ты можешь, как сказать, может недооценить какие-то факторы, и ты просто, может быть, не знаешь, что ему нужно говорить, а врач может на тебя там глядя, может еще что-то увидеть, задать какой-то вопрос. Это да, поэтому, когда делают, вот эти вот программы, которые, когда даже врач не смотрит, да, а ты именно там вбиваешь ответы на Мгм. вопросы, то это выглядит как техподдержка, когда, знаешь, начинают прям совсем с глобального. Когда начинают там, вот когда ты звонишь по телефону, у тебя там компьютер не работает, а спрашивают: у вас там электричество дома есть? То есть начинают вот с такого, с глобального. И здесь также, потому что врачи привыкли, что если, например, придет пациент, а у него там топор в спине торчит, то ты как бы заметишь, но ты не будешь у него спрашивать там, есть ли у вас топор в спине. Вот. Когда это как раз, вот, как говорят, фермедицина такая, когда ты дистанционно должен проконсультировать, то ты как раз должен начать как с техподдержки, прям, ну, совсем уж с такого, что Мгм. ты бы мог это как бы обнаружить. И поэтому многие врачи такие классические, скажем так, из той эры, как раз Мгм. таки именно из-за этого очень против, потому что они говорят, что, ну, ты такое не заметишь, но они не могут перенести. То есть нельзя перенести так же, как ты вот общаешься с пациентом, на то, как это будет проходить дистанционно. То есть там будет вообще другой подход, и мне кажется, что, хотим мы этого или нет, ну, в это в любом случае внедрится. Да я не против. Ну, просто я и так с чатом GPT консультируюсь, но он не по всем вопросам же консультирует, он всегда говорит, что На не-не-не, это медицинские это темы, не да. я, То есть на это не. медицинские он, наоборот, пытается, да, не консультировать и Да, звони правильно врачу, делает. да. Потому что, да, там же, знаешь, как у чата GPT бывает там: "Да, действительно, эти грибы ядовитые". Ты был прав. Вот, и, кстати, так чуть возвращаясь к теме гутахтонов наших, да, которые мы для врачей признаем образование, э, во врачебных палатах жалуются, что сейчас люди начали оспаривать решения юридические вместе с чатом GPT,
и им приходят на 8 страниц обжалований от врача, где врач ссылается на несуществующие законы, которых просто нету. И им приходится отвечать на эти письма как бы по-серьезному, там, что вот закон, на который вы ссылаетесь. Там, то есть, а врач на это не тратит времени, он просто чик, сделай мне ответ. Да-да-да. Ну, не, пока что это еще не настолько хорошо развито. Ну и плюс чат GPT, он же очень общий, он может Ну там да. на инфу из форума какого-то ссылаться, Да. где какой-то чел просто запостил фейковый закон, а чат GPT нашел и такой, я тебе сейчас помогу. Но я считаю, что если это будет специальный искусственный интеллект, который специально обучен только на определенных Да. штуках, то, ну и плюс в него ему же можно скормить кучу кейсов разных пациентов, просто миллиарды Так делают в карточек. дерматологии сейчас. Ты знаешь, вот есть по дерматологии такой онлайн как бы АИ-врач, когда Мгм. фотографируешь Я кожу. знаю, да, я родинку фоткала, кидала ему. Вот. Он сказал, все ок. И был недавно тест этого искусственного интеллекта. Его тестировали несколько профессоров-дерматологов. И по результатам этого теста профессора ошиблись. Нормально. Мгм. Поэтому в дерматологии, вот где, как говорят, блик диагноза, где тебе нужно посмотреть и сделать, вот сейчас работает искусственный интеллект отлично. Но чтобы это развивать, чтобы сказать искусственному интеллекту, что нужно в этом случае делать, как принять решение, и в какую-то и дальше развивать науку, вот пока что вот это делают все-таки врачи лучше. Мгм. Ну да, все это придет, мне кажется. Все, Александр, готовь план Б. Готовим частную медицину, и это еще, знаешь, тоже с радиологами частая тема. То есть все такие говорят: ой, как здорово, пойду в радиологию, потому что там и так все делает АИ. Как бы, а ты там зачем будешь нужен скоро? Но на самом деле радиологи, я думаю, что останутся, несмотря на то, что это делает АИ, но они будут больше заниматься тем, чтобы обучать дальше АИ. То есть это Мгм. как такая уже будет более для ученых специальность, мне так кажется. Посмотрим. Скоро нас Посмотрим. всех заменят. Скоро, да. Надеюсь, когда уже меня заменят, слушай. Когда ИИ будет уже сдавать за меня налоги и делать вот эти Ой, чеки. это в последнюю очередь, я думаю, заменят. Ты знаешь, это посмотри на эти синяки под глазами, когда меня заменит искусственный интеллект. Настало время прощаться. Очень грустно. Грустный этап прощания, но мы, кстати, с тобой первый раз сейчас вживую увиделись. Да, кстати. Кстати И говоря. сколько мы же вместе работаем. Да, кстати, Забыла мы-то вместе работаем. напомнить, да. Мы вместе работаем уже, пару лет Пару лет, точно, да. пару лет, ни разу не виделись вживую. Это, да, 21 век предпринимательства Вот так оно онлайн. все онлайн, да. Да. Так что, да, я очень рада познакомиться. Спасибо за приглашение. Взаимно. И приходите снова к нам. Обязательно. Поговорить про немецкую медицину у меня всегда есть темки. Я так чувствую, что у тебя, да, еще только половину истории минимум мы обсудили. Да. Ну вот, и я тебе желаю не приобретать новых историй медицинских, как бы ограничимся теми, которые есть, вот, и будем смотреть, как развивается ситуация в медицине, какие сейчас есть реформы, и мы на нашем канале будем держать вас в курсе. Всем спасибо, ребята. И ты же ставишь ссылки на мои социальные сети Я под этим ставлю видео. обязательно ссылки на Обязательно. все твои социальные сети, хотя все уже и так на тебя подписаны. Ты же самый большой блог. Ну ладно. Переходите на блог Валентины и пишите свои интересные истории из немецкой медицины, да и не только немецкой, в комментариях. Мне кажется, там соберется просто сейчас твой блог разорвет. У меня всегда на такой призыв очень много всего. Вот мы вас ждем. У нас ждем. Мы про медицину тоже с удовольствием всегда говорим. Всем пока.